Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Изучение геральдики переживает какой-то большой подъем. Он связан не только с процессами суверенизации, но и с тем, что различные муниципальные образования, различные городские структуры, различные общества задумались о том, что им необходимы какие-то символы, которые же отражали их деятельность. И именно поэтому возник и развивался интерес, собственно, к геральдике. Геральдика — это, с одной стороны, все, что объединяет вот эти самые символы и образы, которые имеют определенную каноническую форму, и, с другой стороны, геральдика — это наука, которая изучает гербы, их развитие и распространение. Надо подчеркнуть, что сама геральдика как наука возникла из, собственно, изучения и фиксации гербов как таковых. А в целом можно отметить, что гербы в том виде, в котором, как мы их все представляем, в некотором таком каноническом виде, в виде щитов, на которых есть какие-то изображения, возникают достаточно поздно и возникают в Западной Европе. Можно сказать, что в Англии и Франции времен Столетней войны, войны Роз, это та эпоха, которая в современной масс-культуре вошла с очень своеобразным образом через произведения американского писателя Мартина, через «Игру престолов». И вот в этом виде наши представления о геральдике, они не только формируются, они обретают такое новое содержание, новое дыхание. Но поскольку в этом произведении, и вообще в истории довольно часто упоминаются различные феодальные кланы, феодальные рода, и вместе с ними указывается на их гербы. Недаром война Алой и Белой Розы, это Йорков и Ланкастеров, она, собственно, происходила на фоне того, что у Йорков это самое была белая роза, у Ланкастеров красная. И это как раз война роз, это как раз война совершенно одинаковых гербов с разным расцветом. И надо сказать, что в конце концов победили Тюдоры, которые, значит, совершенно не имели отношения ни к тем и ни к другим. С этого момента гербы начинают проникать в общественную жизнь, начинается формироваться целая наука об их формализации, об их фиксации, потому что принадлежность к дворянскому сословию, необходимость иметь этот самый герб являлась пропуском в элиту общества и фиксировала твое положение вот в этом самом обществе. Позднее, когда уже сословные монархии отошли в мир иной и постепенно стали их место занимать демократии или конституционные монархии, сама культура гербов, наоборот, переживает большой расцвет. И здесь начинается формирование гербов уже не только каких-то владельческих правящих родов, но и государственные гербы, которые тоже становятся, изготавливаются, придумываются на основе определенных канонов. И понятно, что для этого требовалась определенная наука, которая все это фиксировала, записывала. В России весь этот поворот к Европе, который произошел в XVIII веке, и был, собственно, основой формирования науки о гербах. Первые труды Лакриера, потом большую роль в формировании вот этой науки внес профессор Арсеньев, который собирал гербы, создавал их, описывал. И в конце концов, при Павле I, когда началась формироваться бархатная книга, около 5000 различных гербов, различных дворянских фамилий российских. Кроме того, еще несколько тысяч гербов различных, территориальных, муниципальных, как бы мы сейчас сказали, образований. Это губернии, города, определенные пункты, имеющие статус городов. Вот это создало определенный
фон, на котором это происходило изучение и формирование вот этой самой структуры. Особенно сложно формировались гербы регионов, гербы губерний. Ну, я думаю, что мы потом поговорим об этом чуть попозже. Здесь нужно еще подчеркнуть, что мы говорим, когда рассказываем о геральдике, о том, что вот эти традиции – это европейские традиции. Но надо ли так полагать, что вообще весь остальной мир вообще не знал гербов и вообще не понимал, что это такое? Конечно, нет. Скорее всего, и определенной степени именно так, что первоначально гербы были символами каких-то, ну, племен, каких-то коллективов, каких-то обществ. Они возникли из каких-то охотничьих знаков, каких-то тотемных животных, изображений этих самых животных. Все это фиксировалось в том или ином виде, и, скорее всего, люди, когда использовали вот эти самые знаки, они фиксировали свою территорию. И вот это вот важнейший символ, то есть всех вот этих вот знаков, то, что они метили, показывали границы определенной территории. После этого человек, заступавший за эту территорию, нарушал владение этой самой территорией. И, собственно говоря, это доказывает, что как раз все эти знаки, это были владельческими знаками. Это не просто какие-то отвлеченные и абстрактные символы. Это прежде всего какие-то общие формы, которые являлись символами того или иного коллектива, того или иного племени. Именно вот эти вот самые тамги-знаки из владельческих символов постепенно становились и какими-то символами каких-то государственных образований. Надо сказать, что, скорее всего, у всех племен, даже далеких от Европы, тем не менее, какие-то общие символы были. И эти символы выражали, строго говоря, ну, принадлежность того или иного владения тому или иному клану правителей. Ну, условно говоря, допустим, знак Рюриковича, вот это знаменитый трезубец, да, который ведет свое происхождение из каких-то тамгообразных знаков, может быть, рунических, но не скандинавских. Потому что в Скандинавии ничего подобного нет. Рюриковичи стали использовать этот знак именно после создания государства в Поднепровье. Не исключено, что заимствовали его как раз в хазарском каганате, и что этот самый знак, скорее всего, был каким-то тюркским символом. Развитая система геральдики в странах Востока появляется уже эпоху сельджукидов, и позднее наиболее развита, наверное, была у мамлюков Египта. Причем эти знаки мамлюков Египта сильно отличались от тамг, которые нам известны в Евразии, и сильно отличаются от того, что мы знаем вообще геральдических форм в Европе. Но это какие-то кружки, треугольники, стрелки, полосы, волнистые линии, и все это в круге и или в шестиугольнике, и очень своеобразной компоновки. И это, ну, очень своеобразный вид владельческих геральдических знаков. Но, тем не менее, у каждой рода мамлюкского был вот этот самый символ. То есть геральдические знаки, геральдические символы были известны у многих народов, но понятно, что когда стал вопрос о том, что были ли эти знаки вообще у татар и их предков? Вопрос был очень непрост и долгое время не находил себе никакого решения. И трудно было вообще понять, ну, на основе каких материалов можно извлечь информацию и составить представление об этих самых символах и знаках. Как вообще, были ли вообще, вот, допустим, в Волжской Булгарии какие-то символы, которые можно рассматривать как государственный герб
или государственный символ этой самой страны. Но, тем не менее, историки эти вопросы рассматривали, и, наверное, один из таких ранних опытов анализа этого вопроса является предложение профессора университета Московского Артемия Арцеховского, который предположил, что в XII веке гербом Булгарии был барс. Причем он имел в виду не герб как таковой, но какую-то геральдическую эмблему каких-то из булгарских племен, которая стала, ну, такой династической эмблемой правителей Волжской Булгарии. При этом он ссылался на русский герб, который был зафиксирован на так называемой большой печати Ивана IV в 1577 году. Он же был позднее зафиксирован в русском гербовнике, титулярнике царя Алексея Михайловича. Вот вопрос возникает, почему князь болгарский ассоциировался вот с этим самым барсом, и имеет ли это, ну, какое-то отношение к Волжской Булгарии. Все-таки титулярник XVI века и представление о гербовниках, значит, в XVI веке, можно ли экстраполировать на Волжскую Булгарию? Вопрос неоднозначный, и понятно, что, ну, просто так придумать вот этот самый символ, скорее всего, создателей этого титулярника и этого большого герба Ивана IV не могли, но истоки изображения тоже непонятны. То есть почему именно барс? Ну, как видим, в этом титулярнике есть много разных гербов, которые совсем не соответствуют, не соотносятся, собственно говоря, ну, с теми гербами, которые нам известны, ну, допустим, гербы княжеств или гербы каких-то областей. Ну, вот есть вопросы к тому, правильно ли создатели этого титулярника, гербовника использовали ту информацию, которая у них была, и была ли у них какая-то информация. Но отталкиваясь, собственно говоря, от этих представлений, Альфред Александрович Халиков предложил, то вот, собственно, барс был действительно символом булгарских племен, и даже считал, что названия племен, которые фиксировались в арабских источниках, а именно барсилы, что это надо переводить, трактовать это название как Барс-Иле, то есть страна Барс. Ну, надо сказать, что это такие тюркологические этюды относятся к числу так называемой народной этимологии. Потому что, ну, из того количества слов, что мы знаем, никак не вытекает, собственно, вот эта самая страна барсов. Но тем более, что получается, что какое-то племя вот этих самых барсил, оно вроде как страна барсов, но происходят они из, очевидно, Северного Кавказа, где это название трактуется совсем не так и вообще связывается, возможно, с названием одного из сарматских племен. То есть этимология, основанная на вот этом прочтении слова «барсилы», очень сомнительна. А вот с другой стороны, ну как же, почему барсилы вдруг стали символом всей Булгарии? Логичнее предположить, что у булгар был какой-то свой символ, и у каждого племени, раз был свой символ, то почему именно барс? Ну и во многом это все опиралось на вот изображения барсов, которые нам известны из археологических находок. С одной стороны, это замочки вот, в виде барсов. С другой стороны, это бронзовые печати, которые, они двусторонние, вообще состоят из двух частей. Внутрь заливали, видимо, воск, и запечатывали вот эту самую конструкцию, какие-то важные документы. То есть понятно, что это какой-то был важный охранительный символ, но был ли он символом государства, непонятно. Ну и вот есть такие вот предметы,
найдены в районе Маклашеевского городища. Это чуть 50 километров южнее современного Болгара, где в разное время на одном месте были найдены вот такие довольно своеобразные конструкции. То есть вполне утилитарный замочек и вот сидящий на этом самом замочке мужчина. Есть и второй замочек — женщина, которая держит младенца. И вот Рафаэль Александрович трактовал эти самые образы как, ну, какую-то историческую легенду о происхождении булгар, используя легенду о том, что тюрки произошли от одного гунского принца, которого враги убили, но не дорубили. И он весь покалеченный, значит, был брошен в реку. Его спасла волчица, которая его выходила, после этого родила, значит, людей, которые стали называть себя тюрками. Ну, есть и другие легенды, которые связывают происхождение тюрок с волком. Недаром, собственно, войска тюрок воевали под штандартом с волчьей головой. Но здесь-то у нас барс, а там, значит, волк. То есть тут тоже нестыковка. С другой стороны, эти самые замочки вообще производились не в Волжской Булгарии, а вообще на Востоке. Их огромные тысячи этих предметов найдены на Ближнем Переднем Востоке, на Балканах, и весь, в общем, восточный мусульманский мир завален этими замочками. То есть это не какое-то булгарское эксклюзивное производство. Ну, почему этот самый замок обычный вдруг стал символом Булгарии, непонятно. Ну и потом, это очень утилитарный предмет, в частности, вот это самое ничего не говорит о том, что это какой-то имело сакральный смысл. Наоборот, это он крепился к поверхности сундука и запирал, собственно, вот этот самый сундук. То есть никто этому образу не поклонялся, а наоборот, ну и в мусульманской стране это было бы вообще очень сомнительно. Таким образом, когда мы говорим о том, что барс был символом Волжской Булгарии, то особых у нас к этому материалов, ну, просто нет. Другие исследователи связывали происхождение, ну, символа или герба Волжской Булгарии с образом дракона, ну, как Аждахи. Ну и первыми об этом написали Фуат Валеев и Марсель Акмезянов в небольшой статье, в которой ссылались на Николая Филипповича Калинина, и считали, что вот эти самые найденные находки с изображением вот этих самых драконов являются символами Волжской Булгарии, поскольку такое полиморфное существо, и, ну, действительно, изображение очень такое геральдическое, я бы сказал. Есть только один маленький нюанс. Дело в том, что все вот эти вот самые поясные накладки происходят из слоев или погребений золотоордынского времени, ну, и имеют происхождение, ну, такое центральноазиатское, если не сказать китайское, адаптированное, по крайней мере, китайское. И это один из важнейших символов Золотой Орды, который маркировал элиту. Ну, понятно, что китайские императоры носили одежду, на которых были изображены драконы и фениксы. То есть, ну, как бы янь и инь, мужское и женское, ну, и вот такая дуалистическая вообще природа императорской власти, как и вот этих самых животных. То есть дракон — это морская, земная стихия, феникс — это огненная, и, ну, такое счастливое предзнаменование, то есть не умирающее существо. И все вместе это очень такой круг представлений, который связан с Центральной Азией, с Китаем.
и никакого отношения к Волжской Булгарии, конечно же, не имеет. То есть эти исследователи, к сожалению, писали тогда, когда, ну, археология Волжской Булгарии еще делала первые шаги, и, ну, все, что находилось на территории э, Среднего Поволжья, все относили к Волжской Булгарии, не обращая внимания на настоящую датировку. Ну и, собственно, материалов к этому времени было еще очень мало. Но у нас есть на самом деле более серьезные основания полагать, что есть какие-то символы, которые мы можем связать действительно с тамгой и с символами булгарских правителей. Это прежде всего знак, перевернутый кириллический знак который в руническом тюркском письме ам, являлся фонемой для передачи, ну, графемой для передачи звука «б». Ну, болгар, тут, в общем, особых возражений пока не поступило. Надо отметить, что впервые вот эти самые символы были замечены еще в 26 году Фасмером на булгарских монетах, который, изучая коллекцию эрмитажных монет, обратил внимание, что монеты эмира Мумина Аль-Хасана, относящиеся к 370 годам хиджи, ну, это 970-е годы нашей эры, что вот в них есть вот, если посмотрим вот сверху вот этот самый знак, это не надпись и не часть надписи, потому что это там эмир, благословенный, там так далее, чекан такого-то. А вот этот знак, он выпадает из надписи, это не является частью надписи. Ну и одновременно к этому у нас есть большая группа этих самых знаков на керамических изделиях, ну, различных керамических изделиях. Это одно из самых распространенных клейм в Волжской Булгарии. Ну, почти 49% всех клейм относятся к этому типу. Ну, вот здесь вот примерно как было написание, начертание вот этого самого знака. У нас есть и большое количество совсем других предметов. Ну, вот это вот керамические, понятно, то есть это вот клейма. Почему клейма относится к владельческим знакам? Скорее всего, это были какие-то государственные мастерские, или это ну, маркировали вот эти самые клейма, поскольку не все сосуды, не все горшки, например, были клейменные, то есть предположение, что это маркировали какие-то партии. Ну, допустим, 100 делали, и одно, значит, клеймили. И эти клейменные сосуды выставляли в отдельно, чтобы было понятно, сколько вообще произведено той или иной посуды, для того, чтобы собирать с них, ну, налог государстве. Это государственный символ, по которому, возможно, собирали налоги пошлины. Есть прочерченные знаки на разных керамических сосудах, которые тоже относятся к этой самой группе. Но самое главное, у нас есть, ну, монеты, мы уже сказали, есть и престижное оружие, в частности, найденное в районе Белярского городища, ныне хранится в Государственном историческом музее. Долгое время его в свое время купил Спицын, у одного торговца, татарина, который сказал, значит, привез из Нижнего Новгорода, причем записал, что продал ему человек, который нашел его на территории Белярского городища. Но когда он поступил в Государственный исторический музей, ну, Спицын увидел вот этот самый знак и сказал, что это, несомненно, топорик Андрея Боголюбского. Это знак
И вот, значит, когда Боголюбского убили, то вот как раз, значит, этот символ, этот топорик и значит, куда-то запропастился, и вот поэтому это его Андрея Боголюбского топорик. Но у нас вообще нет никаких других предметов вооружения среди многочисленных находок русского оружия, где было бы, ну, княжеские какие-то имена, тем более у князья, ну, допустим, изображали, есть у нас печати вислые, есть шлемы с изображениями святых. И настоящие имена это были, ну, святочные, то есть данные при крещении имена, а не, допустим, Андрей Боголюбский. А всегда символом его служил имя, ну, которое надавалось при крещении. Ну, в данном случае, наверное, Андрей Первозванный, но надо посмотреть. И есть еще вот престижное вооружение, это из Хулашского городища, то же самое с таким же символом. Это явное свидетельство того, что весь этот комплекс говорит о том, что, скорее всего, именно этот самый символ является знаком правителей Волжской Булгарии. С Золотой Ордой тут у нас тоже есть определенные материалы, которые позволяют нам говорить о том, что вот этот самый знак, повторяющийся и на монетах, и на других знаках. В частности, вот карта Пиццигани, где изображается правитель, ну, в данном случае это Дженебек, и города, вот мы видим, золотоордынские города, все они с флагами именно вот с такой тамгой. Ну и есть у нас квадратичное письмо с уйгурским письмом, который являлся государственными печатями правителей Золотой Орды. Но вот это именно и есть то, что называется тугрой. А вот это вот как раз тамга — это, ну, государственный символ, то есть принадлежность этого государства к клану джучидов. Для Казанского ханства у нас фактов очень мало, но вот есть замечательный ярлык Сахиб-Гирея, в котором как раз то же самое используется, вот это вот самое тугра, и вот, скорее всего, это было как раз тоже государственным символом. Ну, никаких других доказательств, никаких других символов у нас нет. Уже в период образования Казанского дворца, то есть в период вхождения Поволжья в русское государство, здесь появляется символ этого самого Казанского дворца в виде вот этого самого зеланта, в виде, ну, такого своеобразного вида дракона. Потому что он не классический дракон, а какой-то, я вообще называю, что это какой-то особый геральдический символ, который может быть назван зелантом. Вот это вот этот самый символ из титулярника, это вот уже Казанская губерния, и это вот на печатях, которые издавались самые ранние относятся к концу 16-17 века. Сейчас уже, ну, довольно большой комплект этих самых печатей, то есть нет никакого сомнения в том, что это символ Казанского дворца, то есть, ну, Казанского воеводства, Казанского царства. Вопрос возникает в том, откуда создатели вот этого самого гербовника, откуда взяли вот этот символ. Обычно говорят, что он был взят из произведения «Казанская история» или «История о Казанском царстве», где происхождение Казани связано с каким-то рептилоидом, который жил на Казанском холме, которого, значит, вот булгары-басурманы выгнали, значит, огнем, и вот
он, значит, этот самый трехголовый, значит, этот самый зверь сдох, и отсюда, значит, вот пошло Казанское царство, и очевидно, что вот это как раз является символом. Но вопрос только в одном. У татар нет никаких легенд ни про какого Зеланта, ни про какого дракона, который был бы символом этого самого государства. Ам, и потом, скорее всего, вот этот самый символ возник раньше, чем возникла эта самая казанская история. Скорее всего, именно в казанской истории сочинили всю эту историю на основе как раз вот этого самого гербовника. Ну, надо сказать, что наделением русским правительством гербов разных владений и государств есть большие вопросы. Там очень часто не было никакой преемственности между вот этими самыми гербами ранними и гербами, которые уже появляются в российском государстве. Ну, характерный пример. Ну, все мы знаем герб Смоленска. Это очень такой красивый, своеобразный пушка, на которой сидит голубь. На ранних изображениях там вообще какой-то непонятный зверь какой-то, значит, не голубь явно. Ну, может быть, орел, может быть, что-то такое. Но на самом деле вообще герб Смоленска, когда он был в составе Великого княжества Литовского, это вообще такой орел, гриф с длинной шеей, который разворачивает голову и сидит на отрубленной ветке. И вот этот образ в гербовнике русского государства превратился в пушку и голубя. Ну, другой пример- это не дает покоя. Допустим, герб Царева-Кокшайска, где является, значит, гербом является белая лосиха. Но, во-первых, для геральдического обычно используются, ну, как бы мужские какие-то образы. Ну, лось, олень там, ну, в конце концов, какой-то тигр, да? А здесь лосиха белая, и непонятно почему. Мне кажется, что вообще, когда составляли эти самые гербовники, брались какие-то местные легенды, а у марийцев священным животным является, ну, белый конь, белая лошадь. И вот, когда, значит, давали эти все документы, те, кто составлял гербовник, они говорят: а почему Царева как шайс, где там леса какие-то, почему там должен быть конь? Кто там водится? Лоси? Ну и пускай. Ну, лось с рогами, ну, а здесь же как бы лошадь, ну, пускай будет лосиха. Ну, что-то такое, потому что вот еще последний пример просто приведу. Значит, в герб Иркутска, его Забайкальского края, вообще, вообще странный. Значит, бобр, который держит в зубах горностая. Бобр, значит, хищный бобр держит в зубах горностая. Причем на изображении вообще непонятное какое-то существо с каким-то длинным пушистым хвостом держит, ну, действительно горностая, но, но на самом деле все очень просто. Это, опять же, петербургские, значит, создатели гербов получили бумагу, где это все описывалось, и было написано «бабр, который держит в зубах горностая». Ну, бабр — это по-персидски тигр, ну, бабур как раз, вот, собственно говоря, назван в честь этого самого хищника. Ну, а поскольку, значит, это все для петербургских немцев
это самое было очень непонятно, какие там эти бабры, что это за бабр. И они бобр, ну, и вот, ну, поскольку бобр не может охотиться на горностаев, они изобразили некоторое существо, поэтому вот сейчас все время пытаются, значит, жители Иркутска, там даже есть памятник в центре города, где они, значит, изображают, ну, нечто напоминающее тигра, и в зубах держит горностая, потому что, ну, бобра изобразить они никак не могут, ну, просто противно природе. Поэтому я думаю, что здесь вполне какие-то есть сомнения в том, что эти гербы были аутентичные. Но, тем не менее, это очень интересный момент, и тем Free audio post-production by alphonic.com.